Немножко. Мой краткий доклад называется «О русско-татарском единстве и единстве народов русского мира на основе православия». Он будет прочитан в продолжении доклада Динары Бухаровой и посвящен русско-татарскому единству и шире, единству народов русского мира на основе православия. Как видно из названия. Историческим воплощением этого единства является православный татарин, Касимовский хан на русском престоле Саин Булат Симеон Бекбулатович. Также воплощением татарско-русского единства являются святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский, Кыпчак по маме, внук хана Аепы Осиневича, и святой благоверный великий князь Александр Невский, имеющий по бабушке Марии Катяновне кыпчакское происхождение. Есть косвенные сведения, основания, что кыпчакское, то есть татарское имя Александра Невского было такое же, как у его двоюродного дедушки по папе Андрея Боголюбского, Китай. Александр Невский был правнуком хана Катяна Сутоевича из кыпчаков рода Тертеруба или Дурут. Катян воевал против кыпчаков Таксобичей и татар Чингисхана и хана Батыя. Причиной противостояния послужил инцидент на охоте, когда Таксобич Аккубуль убил Мангуша, сына хана Катяна, и, соответственно, двоюродного дедушку Александра Невского по маме. Сперва Катян провел удачный поход против Таксобичей, после чего Таксобичи обратились за помощью к татарам. Окончательно проиграв кыпчакам, Таксобичам и татарам Батыя в 1237 году, 1239 году, хан Катян с 40-тысячными кыпчаками, тертеробичами, дурутами бежал в Венгрию и в конце жизни признал власть Батыя, за что и был убит венграми. Это известная история. После этого кыпчаки из Венгрии переселились в Болгарию. Что известно об этих кыпчаках хана Катяна, что, во-первых, они были православными христианами. Когда хан Катян бежал в Венгрию королю Белли, он принял католицизм, но потом, разочаровавшись, решил вернуться в православие. По некоторым сведениям, собственно, и был убит за то, что решил вернуться в православие и признать власть Батыя. Признал власть Батыя. Ну, там есть споры на этот счет, однако вот есть такие сведения. После этого его подчиненные, его подданные, они переместились в православную Болгарию, ну, соответственно, сохранив православие. Это уже говорит о многом. И, соответственно, бежав в Венгрию, в конце жизни признал власть Батыя, за что и был убит венграми. Необходимо пояснить, что современные татары, включая субэтнос кряшин и этнос крымских татар, нагайбаки, башкиры, нагайцы, казахи и некоторые другие народы, происходят от военизирно-средневековой татарской общности, сложившейся на территории Золотой Орды из двух основных элементов – татар и кыпчаков. Кыпчаки являются одним из основных предков средневековых татар. Поэтому для хана Саин Батыя и его сына, христианина хана Саин Сартака, а также других чингизидов, правящих в Золотой Орде, особенно для чингизидов-христиан, Александр Невский и его потомки были своими не только по причине политической лояльности к центральной власти хана, царя, и единства Христовой веры, но и по татарскому, кыпчакскому происхождению. Для хана Батыя великий князь русского улуса Александр Невский был свой, татарин из кыпчаков. Вот как об этом свидетельствует Аль-Омари, 1301-1340 года жизни. В древности это государство было страной кыпчаков, но когда им завладели татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они, татары, смешались и породнились с ними, кыпчаками, и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, татар. И все они стали точно кыпчаки, как будто от одного с ними рода, от того, что монголы и татары поселились на земле кыпчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их, кыпчаков. Часть племен восточных кыпчаков именовались татары еще до их подчинения Чингисхану, включение в Великий Монгольский улус и подчинение старшему сыну Чингисхана Джучи. В VIII веке часть татар вместе с другими предками кыпчаков, сирами, ушли на запад и создали Кимакский каганат. Татары и кыпчаки кочевали рядом как родственники. Абу Хаян, названию сильнейшего кыпчакского племени Токсуба, дает толкование как племя, вышедшее из кыпчакских татар.
Токсуба – 9 племен. Это те же такус-татары, 9 татарских племен. В начале XI века мы видим таксобичей уже между Волгой и Доном, рядом с булгарами, предками современных чувашей. И это еще лет за 150 до рождения Чингисхана. Ибн Халдун оставил следующее сообщение. Племя Дурут из кыпчаков, а племя Токсуба из татар. Именно по этой причине кыпчаки легко приняли в качестве самоназвания имя татары. Это отражало их родство. В 1222 году в битве на реке Калки восточные кыпчаки в составе татарских войск Урянхайца, то есть тувинца, Субедей Богатура и Джибе Найона сразились против объединенного войска западных кыпчаков и русских. В этой битве кыпчаки бились против кыпчаков по обе стороны. Ан-Нуайри повествует о старинном соперничестве между кыпчакскими племенами Токсуба и Дурут, которое завершилось переходом таксобичей на сторону татар и разгромом дурутов. Кыпчаки-таксобичи с помощью татар, пришедших с Батыем, окончательно решили этот вопрос. Как было отмечено выше, 40 тысяч дурутов во главе с ханом Катяном были вытеснены в Венгрию. Таким образом, основное население Золотой Орды составляли многочисленные кыпчаки, породнившиеся с менее многочисленными, но более привилегированными татарами. Соединение кыпчаков и татар стало опорой хана в Золотой Орде. Христианство среди кыпчаков было сильно распространено. Ибн Батута пишет о том, что в Сарае, столице Золотой Орды, христиане были представлены следующими группами. Кыпчаки, русские, черкесы, адыги и византийцы. Помимо русской митрополии Константинопольского патриархата и Сарайской епархии, входящей в нее, на территории Золотой Орды действовали еще 5 православных митрополий. Аланская, Готская, Херсонская, митрополии Зихии и Матрахи и митрополия Сугдея и Фул. Единство веры Христовой, которую исповедовали татары-кыпчаки, русские, аланы, зихи, черкесы и представители других народов и племен Золотой Орды, способствовало формированию единой православной татарской аристократии. Надо дополнить, что эта аристократия говорила на 2 языках в совершенстве. Это был татарский язык, он же кыпчакский или старотатарский, и это был церковнославянский язык. С начала образования Золотой Орды в татарскую аристократию была гармонично вписана аристократия русских княжеств. Это во многом заслуга князя Ярослава, святого благоверного князя Александра Невского, хана Баты и его сына христианина хана Сартака, который по некоторым данным был даже священником. Также велика роль и заслуга в этом хана Менгу Тимура и его зятя святого благоверного князя Феодора Черного. Все они также олицетворяют татарско-русское единство и единство народов русского мира на основе православия. Русская аристократия с татарской аристократией состояла в духовном и кровном родстве. Это была единая аристократическая система. До насильственной исламизации хана Узбека, начатой в 1321 году, православная церковь в Золотой Орде была в особом положении и обладала максимальными льготами. В первой столице Золотой Орды, городе Болгаре, был свой монетный двор, который конкурировал с монетным двором Каракорума и потом Ханбалыка. После перенесения столицы Золотой Орды в Сарай, Бату, монетный двор остался в Болгаре. Показательно, что там печатали монеты с изображением Пресвятой Богородицы и нашего Господа Иисуса Христа. Показательно, что хан Менгу Тимур, когда выдал свою дочь Анну замуж за святого благоверного великого князя Феодора Черного, в качестве приданого подарил 36 городов, среди которых были первая столица Золотой Орды с действующим общеордынским монетным двором Болгар, а также Казань, Балымер и другие, в том числе бывшая столица Волжской Булгарии, город Беляр. Это также свидетельствует о том факте, что к моменту исламизации татар ханом Узбеком в Золотой Орде главенствовало православное христианство, в том числе на территории бывшей Волжской Булгарии. А от так называемого булгарского ислама ничего не осталось. Возможно, кроме поверхностного влияния на культуру прямых потомков волжско-камских булгар, современных православных чувашей. Все это подтверждается раскопками. Но и после насильственной исламизации татар ханом Узбеком татарско-русское единство на основе православия не было разрушено. Естественно, узбек понимал, что не сможет исламизировать все население Золотой Орды. Поэтому он оставил территории, населенные подчиненными ему христианами, русский Улус, куда стали уезжать татары-христиане после поражения от хана Узбека. Татары-христиане, а затем и просто недовольные, стали выезжать на служение московским, рязанским и литовским князьям. Выход татар на Русь не был влиянием
вливанием чужеродных элементов в русскую элиту. Это было сосредоточение единой татарско-русской элиты на основе православия в русском улусе, который в Задонщине назван Залесской Ордой. В Великом Московском и Великом Рязанском княжествах татары-христиане составляли основу русского дворянства и казачества. Именно с тех пор у татар-мусульман стало считаться, что если татарин принял православие, то стал русским. Естественно, узбек и его шейхи не смогли бы исламизировать татар, если бы не было на кого опереться среди самих татар. И тут очень важно, что истоки татарского ислама лежат вовсе не в Болгаре, который к тому времени уже стал почти полностью христианским городом. Они лежат в Хорезме и Мавераннахре, в государстве Хорезм-Шахов, где несли военную службу кыпчаки-мусульмане и были богатые купцы-мусульмане, тюрки по происхождению. Татарам-мусульманам еще предстоит открыть для себя настоящую историю распространения ислама среди татар и их предков. Судя же по археологическим раскопкам, данным лингвистики, найденным эпитафиям, историческим свидетельствам, данным генетики, прямыми потомками булгар являются чуваши. Они не только сохранили до наших дней память о булгарском прошлом и особое почитание хана Великой Булгарии Кубрата, православного христианина, его сыновей, но и булгарский язык и культуру. Видимо, ислам у волжско-камских булгар носил поверхностный характер. Основное население были поверхностными мусульманами какой-то непродолжительный период. А мусульманская торговая и военная элита булгар была уничтожена татарами. Конечно, часть булгар были ассимилированы татарами, но не сразу. Они еще жили вместе с татарами какое-то время под именем ясачных чувашей и окончательно растворились в татарах только после реформ Петра I. Татар лишили привилегий, и они сравнялись в правах с чувашами. Чувашей считали прямыми потомками булгар Василий Татищев, Николай Эльминский, Хусаин Фаизханов, Николай Ашмарин, отец Даниил Сысоев и другие. Примерами русско-татарского единства и единства народов русского мира на основе православия уже после выхода татар в русский улус являются чингизиды, такие как царевич, султан. Ну, царевич это султан, просто двойные термины даем. Петр Худайкул Ибрагимович, хан, царь Симеон Идигер Джан Мухаммед Касаевич, царевич, султан Александр Утямыш Гирей Сафагиреевич, хан, царь Симеон Саин Булат Бекбулатович, царевич, султан Василий Арсланович по прозвищу Резкичи, последняя касимовская правительница Фатима Султан Бенем Сиитовна из рода Сиидов, потомков Мухаммада, основателя ислама, Шакуловых, которая была задушена придворными за желание принять православие, и другие. Также примерами татарско-русского единства на основе православия являются яркие представители царских, княжеских, дворянских и казачьих родов татарского происхождения, такие как царь Иван Васильевич Грозный, который был не только потомок святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского, но и по материнской линии татарского рода Глинских, потомок Чингисхана, а также Мамая и его сына Мансура Кията, основателя княжества Мансура в составе Великого княжества Литовского. Царь Борис Годунов, потомок татарского Мурзы Чета, князь Дмитрий Пожарский, по маме потомок древнего татарского дворянского рода Беклемишевых. Царица Анастасия Мстиславская, супруга Симеона Саин-Булата Бекбулатовича и внучка царевича Чингизида, султана Петра Худайкула Ибрагимовича и многие другие. Адашевы, Аксаковы, Акчурины, Аракчеевы, Баюшевы, Бегельдеевы, Бухарины, Бухаровы, Вильяминовы, Зерновы, Давыдовы, Ермоловы, Кудашевы, Кулунчаковы, Кугушевы, Мещерские, Мусины, Тугушевы, Тургеневы, Ширинские, Чанышевы, Янышевы и так далее. Особое место в истории русско-татарского единства занимает личность православного касимовского хана на русском престоле Симеона Бекбулатовича, так как он был не просто легитимным правителем Московского царства, но с точки зрения династийных реалий того времени делал само государство Московское именно царством, ханством, православным наследником Золотой Орды, а не просто улусом с великими князьями Бекляребеками во главе. Симеон Бекбулатович был родственником царя Ивана IV Васильевича Грозного по нескольким линиям. Чингизидов, первая линия, да, то есть они были потомки Чингисхана. Вторая линия Чингизидов, палеологов и Рюриковичей через брак Симеона Бекбулатовича с Анастасией Мстиславской. Потому что Анастасия Мстиславская, она была потомок Рюриковичей, палеологов и Чингизидов.
так же, как Иван Грозный был потомок Рюриковичей, палеологов и чингизидов. Вот. А также кабардинских князей через брак Ивана Грозного с Марией Кучиней-Темрюковной из рода князя Мирзы Темрюка, родной тети Симеона Бекбулатовича. Интересный факт. Сыновей Симеона Бекбулатовича звали так же, как сыновей Ивана Грозного. Иоанн, Федор, Дмитрий. И все же главным примером татарско-русского единства и единства народов русского мира на основе православия являются православные татарские святые, изображенные на иконе Курултай татарских святых. Ну, поясню, что значит слово Курултай. Это слово, оно равнозначно слову собор, или слово церковь, или слово круг, вот казачий круг, например. То есть Курултай это некий съезд, да, вот, например, в Москве назывался собор «Вся земля московская», в Казани «Вся земля казанская». Это все переводилось словом Курултай. Вот. Так же, как вот казачьи круги, так же, как по-монгольски Хурал. Вот. Значит, здесь на этой иконе мы видим пример русско-татарского единства. На первом нижнем ряду слева направо святой преподобный царевич Петр Ордынский. Дальше святой блаженный царевич Иаков Касимовский. Святой блаженный царевич Иаков Касимовский, он еще не просто потомок Чингисхана, он еще потомок Мухаммада. Давайте я камеру покажу. Да, давайте, давайте. Да, здесь очень важно посмотреть, что вот первый ряд, на котором изображены исключительно чингизиды по мужской линии. Это первый, это святой преподобный Петр Царевич Ордынский, он же по-татарски Изги Ярауле Хан Уле Даир Кайдагул Ордале. Второй идет святой блаженный царевич Иаков Касимовский, по-татарски Изги Бехетле Хан Уле Якуб Касеймле. Он потомок не только Чингисхана, но еще потомок Мухаммада, поэтому он изображен в центре, и у него крест, на его фоне крест. И на шее почему крест? На шее у святого Блаженного. У блаженного это не на шее, это просто на фоне всей иконы, как бы на фоне его изображения, да, крест. Он здесь центральная фигура, он потомок Чингисхана и потомок Мухаммада, основателя ислама. Это символ того, что все потомки Мухаммада в русском государстве, они приняли святое крещение и даже прославлены, вот их последний потомок прославлен лики святых, как местно чтимый святой Рязанской земли. Мы знаем, да, святой Яков Царевич Касимовский, мы знаем, что ему было ничего не надо, он любил только Господа Бога, и он все время молился, и про него говорили, ну, у вас царевич блаженный, то есть он все время ходил в храм, молился, и не думал ни о каких ни должностях, ни деньгах, ни о чем. Вот. Значит, третий, получается, у нас изображенный на этой иконе, это святой страстотерпец царевич Феодор Долголяцкий, по-татарски Изге Азаб Кичерючи Хан Уле Алабуляк Закладле. Дальше второй ряд слева направо изображены потомки Чингисхана, но не по прямой мужской линии, а по материнской линии. Это святые два сына Ивана Грозного, святой благоверный царь Феодор Московский, по-татарски Изги Диндар Хан Алабуляк Маскеуле, и святой благоверный, следующий изображены ярославские святые, святой благоверный князь Константин Улемец Ярославский, Изги Диндар Бяк Кючти Галим Ярославле, его брат святой благоверный князь Давид Ярославский, Изги Диндар Бяк Дауэт Ярославле. И последний уже святой страстотерпец благоверный царевич Дмитрий Московский. Изге Азаб Кичерючи Диндар Хан Уле Митря Маскеуле. Это второй сын Ивана Грозного, прославленный в лике святых. То есть мы видим здесь изображены Рюриковичи уже во втором ряду. Это Рюриковичи по мужской линии, но чингизиды по женской линии. Вот это наглядный пример татарско-русского единства на основе православия. Это прославленные святые. И что очень важно, это все еще и родственники. То есть для нас это святые, они еще друг другу кровные родственники. Третий ряд слева направо, там уже изображены не чингизиды,
а в основном мученики и преподобные. Ну, тоже нужно сказать, что первый это святой священномученик Петр Гаврилов, по-татарски Изге Курбанче Шахид Петр Гаврилов. Второй святой мученик Петр Казанский, Изге Шахид Петр Казанлы. Третий святой преподобный мученик, святой преподобный Пафнутий Боровский, Изге Яраулы Пафнутий Боровсклы. Дальше святой мученик Стефан Казанский, Изге Шахид Эстефан Казанлы. Дальше изображен, не прославлен пока, не канонизирован в лике святых, но прославлен самим Господом Богом, принявший мученическую кончину, священник Даниил Сысоев, отец Даниил Сысоев. Вот. Он без ним, он изображен именно как, там не подписано, что он святой, там подписано священник, но, в общем, там есть место для того, чтобы потом, когда он будет канонизирован, подписать его уже как святого. Мы его почитаем как святого и любим его. Курбанче Даниил Сысоев по-татарски. Дальше священник Василий Тимофеев. Также он пока не прославлен в лике святых, но почитается православными татарами как святой. Он просветитель татар вместе с Николаем Ильминским. По-татарски Курбанче Бячли Тимофеев. В четвертом ряду изображены святые, святая мученица Платонида. Также вот если от меня смотреть с левой стороны, с правой стороны изображен святой Далмат Лисецкий. Особо, ну, он православный святой, да, но его особо почитают единоверцы, потому что есть сведения, что он, в общем-то, старым обрядом, по старому обряду молился, да, но при этом он православный, он не раскольник, не что, он прославлен в лике святых. Вот. И также Серапион Кажиозерский, также православный татарин, он Мирза, который преподобный. Вот. И еще, сейчас вот надо мне подсмотреть еще одного святого, там сзади подписано, кого я не назвал. Ну, конечно же, и священномученик Николай Тахтуев. Вот, все правильно. Священномученик вот Николай Тахтуев. Это уже да, новомученики, наверху уже. Наверху. Да, но я хочу отметить, что здесь далеко не все святые, которые у нас прославлены, которые имеют татарское происхождение. Вот. Это мы забыли, конечно, не то, что забыли, мы обязательно, даст Бог, напишем еще икону святого Иоанна Устюжского, да, который был обращен в православие Марии Устюжской. Вот. И есть еще другие святые, их надо просто будет также изобразить на иконе. Так вот, завершая свой доклад, что хотелось бы подчеркнуть, сказать. Русско-татарское единство, единство народов русского мира на основе православия свидетельствует о том, что Россия является наследницей и преемницей не только Византии, но и Золотой Орды. Татарский народ является, как и русский народ, государствообразующим и разделенным народом. Потомками средневековых татар являются не только современные татары, башкиры, баки и нагайцы, но также казахи, каракалпаки, кыргызы и другие. Поэтому собирание земель русских – это не только объединение России, Новороссии, Белоруссии, Закарпатской Руси, Малороссии, Червоной Руси, но также Казахстана, Кыргызстана и других татарско-русских территорий. И это объединение возможно только на основе идеологии православного ордынства. Русско-татарское единство и единство народов русского мира на основе православия. То есть вот мы должны думать вперед и думать, как мы будем возвращать наши территории, русские территории, русско-татарские территории, а именно вот Казахстан, Киргизию, там, Среднюю Азию. Это тоже наши территории. И нужно понимать, что для этого использовать нужно весь спектр идеологический. Не только православный славянский, но и православный татарский спектр. И подчеркиваю, что татарский народ такой же разделенный народ, как и русский народ. Практически это, можно сказать, один народ или два крыла одного народа. Вот. Зачастую звучат в самой татарской среде такие высказывания, что там не три ветви русского народа, там белорусы, малорусы, великорусы, но и 4, это татары. Вот, есть такие высказывания. Поэтому, конечно же, символом татарско-русского единства, русско-татарского единства является Рязанщина, Мещерский юрт, Мещера. Это было
по сути, 3 образования сердцевины. Ну, если не сказать, там, конечно, не учитывая Тверское еще княжество Великое, здесь Рязанское, Великое Рязанское княжество, Великое Московское княжество и Мещерский юрт. То есть вот это была сердцевина нашей, значит, цивилизации, из которой пошла вот эта православная реконкиста. И, конечно, нам нужно тех героев, которые действительно для нас герои, поднимать на щит. Вот а не тех, которые там были сепаратисты, да, которые сейчас, вот, к сожалению, там памятники ставят, называют какими-то там их именами мечети или еще что-то. То есть нужно порочную вот эту практику прекращать. И Касимов здесь имеет принципиально ключевое значение. Хочу сказать лично от себя, мои как раз предки из Касимова, Рязани и Москвы. Вот, и, то есть это мои предки православные, соответственно, касимовские татары и православные русские дворяне татарского происхождения, рязанские дворяне. И оттуда я изучал эту очень хорошо историю и в Рязанской школе, и в Московской школе, и самостоятельно, и в вузах, имею 2 высших образования. И история говорит о том, не подложное, что именно оттуда пошло казачество, русское казачество. И первое упоминание о русских казаках 1444 год. Вот. Это было единое казачество, русско-татарское, там и другие народы подтягивались. И, так сказать, мы не можем эти факты игнорировать и все отдавать в угоду вот тем силам, которые работают на разделение русского и татарского народа. Вот. Я сам русский, и я сам татарин, и это нет никакого противоречия. Да? У меня и та кровь есть во мне. Ну, там больше русская, вот жена у меня чистокровная татарка. Кто наши дети? Они русские, они татары. Вот. У нас единство на основе православия. И, соответственно, здесь нужно подчеркнуть, что также нынешний Татарстан, да, он имеет, на мой взгляд, лично свой взгляд выскажу, он имеет право на существование в том ключе, в каком существовало Касимовское ханство в то время, для собирания земель русских и татарских же. То есть, по сути, Татарстан, он должен, по сути, выполнить сейчас, взять на себя функции Касимовского ханства тех времен, для того, чтобы мы могли потом присоединить Казахстан и другие территории, населенными, опять-таки, русскими и татарами, разделенным народом. Вот. Ну, примерно вот такие мысли, да, благодарю за внимание. Еще вот Динара показывает Шамаиль. Форма Да, татарско-русского православный татарский Шамаиль, это, значит, написано по-татарски: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Молитва Три Святое. Да. Святый Аллах, святый Кудратле, святый Принцесс, без ярлыка. Спасибо. Предлагаю включить в резолюцию конференции следующие слова: поддержать усилия православной татарской общины по цементированию российского государства. Юрий Александрович, прошу прощения, тут есть. Выключите, пожалуйста. Сейчас мы вернемся. Спасибо. Спасибо, Евгений Евгеньевич, спасибо огромнейшее. Спасибо вам. Да, и, кстати, Блестяще, да. маленькая еще ремарка. Отец Данилов, он как раз воплощение русско-татарского единства. Он русский, и он же татарин. То есть у него также по его преданию семейному, кстати, как у святого Якова Царевича Касимовского, тоже были в роду сииды. Именно он потомок Мухаммада, основателя ислама. Вот. Так, маленькое дополнение.